Далакове по улице Дахкильгова сегодня в частном доме вспыхнул пожар. ЧП произошло около 6 утра. По данным МЧС, первым загорелся чердак, после чего огонь быстро перекинулся на оставшуюся часть дома. Обошлось без жертв и пострадавших. Местные жители первыми прибежали на помощь погорельцам и вывели их из дома. Пожарные сработали оперативно, но огонь успел уничтожить все имущество. Это уже 5-й случай пожара в частном секторе в Назрановском районе с начала отопительного сезона. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Инспекторы Госохотнадзора Минприроды патрулируют охотничьи угодья республики для обеспечения правопорядка и предотвращения браконьерства. На данный момент грубых нарушений не выявлено. Но инспекторы напоминают охотникам о необходимости иметь при себе полный пакет документов: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Если охотник ничего не добыл, но пересек границу охотничьих угодий, возможно наказание в виде штрафа и лишения права осуществлять охоту на протяжении нескольких лет. В Государственном музее краеведения проходит выставка «Мир Шолохова и его героев». Мероприятие организовано в сотрудничестве с музеем-заповедником писателя и проводится в рамках празднования столетия ингушской государственности. В музее представлены 2 фотоэкспозиции. Первая о жизненном пути автора, вторая о вышеуказанном музее-заповеднике, его филиалах и различных местах, связанных с писателем. Выставка продлится до 23 декабря текущего года. Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба Кабмина в телеграм-канале. В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Финансирование будет предоставляться, если в рамках проектов комплексного развития территорий вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры, детсадов, школ и учреждений здравоохранения, рассказали в правительстве. Правительство дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников. В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников, более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медицинского персонала. Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. За вовлечение в финансовые пирамиды будут наказывать. Такой закон приняли депутаты Госдумы в 3-м чтении. Для граждан максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей – до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц – до 1 миллиона. Как отмечают авторы инициативы, за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3,5 тысяч организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. Потенциальный ущерб от их деятельности оценивается в 35-37 миллиардов рублей. Пострадать могут более 100 тысяч человек. Материнский капитал планируется выплачивать семьям с детьми до 2030 года. Правительство подготовило изменения в федеральное законодательство. Проект рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас программа мат-капитала действует до 2026 года. Продление программы до 31 декабря 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. В текущем году размер материнского капитала составляет 630 400 рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго ребенка. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго выплачивают 202 600 рублей.